фазу. То есть мы опережаем фазу на плюс и пополам. Гадал групп совмещая чиха и хачиха, мы видим, что это у нас будет мнимая часть, потому что угол будет плюс 90. И, соответственно, значение амплитуды от 0 до бесконечности. Положительная часть мнимой оси плюс g. И значение частот равное омега нулевой в начале координат до значения равной бесконечности при бесконечно больших амплитудах. Ладно, бесконечность, да? Да, идем в бесконечность, прямо жирнику линию, полностью всю действительно, всю мнимую часть положительную зарисовываем. Лач у нас будет идти с наклоном плюс уже 20 дБ на декаду. То есть мы должны с вами получить. Ну, также для опорной точки у нас будет 20 логарифмов k, где-то отмечено значение 20 логарифмов k на оси. Но при этом наклон у нас будет положительный, составлять плюс 20 дБ на декаду. На каждую декаду, наверное, сигнал повышает. 20 дБ. Плюс 20 дБ на декаду. Ну, здесь таких чисел. 1 сотая, 1 десятая, единица, 10, 100, минус 2, плюс 1, 1, 1, 2, 20, 40, 60, минус 20, минус 40, минус 50. Опять же, то же самое, частота света также есть при пересечении с осью. А в ЦИКС есть частота света, мега света. И переходим к РД звену, реально передающее звено. Опять же, есть задержка по времени, поэтому смотрим на дифференциальное уравнение идеального звена и добавляем к постоянному времени слева Т, dx выхода от Т по dt плюс x выхода от Т равно К dx входа от Т по dt. Чтобы легче запоминать, да, передаточная функция также будет схожа, то есть у нас есть идеальная часть k на p, делим на t плюс 1. Переходная функция. У нас был идеальный скачок. В реальном звене будет схожая ситуация, то есть сначала скачкообразное изменение, но уже какого-то ограниченного значения.
оно равно k деленное на t. Это единственное звено, где получается у нас такое. Во-первых, деление на t везде. Поэтому там тоже можно себе такой в ассоциациях звездочку поставить, что здесь у нас k деленное на t. Сам длительность процесса такая, то есть 4t, поэтому здесь отмечаем t, 2t, 3t, 4t большое. И за время 4t у нас сигнал со значения k деленное на t доходит до нуля. То есть значение получается обратное, то есть при t у нас получается 0,37, то есть единица минус 0,63 будет 0,37. Дальше получается у нас 0,14, это единица минус 0,86. Далее получается 5 сотых, да, получается единица минус 0,95. Ну и там 0,98, ну, который мы уже совмещаем с осью с нулем. Вот таким образом как-то изображен сигнал. Здесь чуть ниже середины она должна сразу быть падение. Значение АЧХ. Если идеально у нас было бесконечно вверх изменялось, то у реального есть какой-то предел. Предел будет также ограничен значением k деленное на t. Есть значение частоты омега 0, обязательно единица деленное на t большое. При этой частоте у нас получается величина. Тут можно по-разному записывать. Я предлагаю для запоминания следующую вариацию. То мы берем дробь, в числителе пишем k деленное на t, чтобы запомнить, что это та часть k деленное на t, а в знаменателе уже пишем деленное на корень из 2. Тот же самый коэффициент, который у нас есть и до этого. Так, мне кажется, чисто удобно запоминать. Получив 3 точки, то есть вначале у нас 0, как в идеальной части, дальше через значение омега нулевое равное k деленное на t на корень из 2, и последнее у нас при бесконечно больших частотах стремимся к значению k деленное на t, мы изображаем график АЧХ. График ФЧХ. Смещение также фазы положительное, то есть там плюс и пополам, но уменьшается фаза до нуля, то есть проходя через плюс 4 при частоте равной омега 0 равной единице деленное на t, у нас график стремится к нулю. Совмещать два графика, АЧХ и ФЧХ, видим аналогию с А-звеном, если немножко там посмотреть. Но А-звено у нас было в четвертом квадранте, Д-звено у нас получается в первом квадранте. То есть некая сейчас у нас получится полуокружность. Начало будет в начале координат, то, что у нас будет значение АЧХ 0, ФЧХ минус π пополам, то есть как заходит положительных частей. И дальше приводить в финале в точку при угле равном нулю, то есть на действительной части, и при значении k деленное на t. Поэтому вот здесь отмечаем значение k деленное на t, как точка, к которой мы приходим. Далее по двум осям отмечаем значение k деленное на t пополам. Опять же, по форме записи я советую в виде дроби записать, чтобы сакцентировать внимание. Как
эта точка у нас омега нулевое. Да? И далее полуокружность, соединяющая все три точки. И подписываем. То есть в начале координат частота равна нулю, омега равна нулю, ставим стрелочку, показываем, что изменение частоты идет в этом направлении. Доходит до частоты омега нулевое, равной единице, деленной на t вершины, скажем так, да? И стремимся к частоте равной бесконечности при значении k деленной на t. И последний график — это у нас лач RD звена, также из двух участков. Будет состоять пока, для простоты опять возьмем так, что частота омега 0 попадает справа, там равно 10, например, 10. Здесь можно двумя путями идти. По аналогии с А-звеном можно начинать с правого участка, который горизонтальный. То есть мы можем получить значение 20 по логарифму k деленное на t. Это будет прямая линия на втором участке. Ну, пока для какой-то, да, удобства, например, через 40 делать. В целом, далее, если порассуждать, мы на самом деле должны получить тот же самое значение 20 логарифмов k при пересечении с осью. Потому что, если мы сейчас посмотрим, у нас вот единица на t у нас есть значение, на единичку тут увеличиваем. Поэтому в целом, на самом деле, мы тот же самое значение получим 20 логарифмов k, находящегося на оси. Но так как участки, опять же, могут быть плавать, поэтому предлагается использовать значение 20 логарифмов k деленное на t. И исходить из сначала прямолинейного участка, а потом уже порисовать наклон плюс 20 пикселей на декан. Наклон такой же, как у идеальной части. Ну и как здесь какая-то частота среза при пересечении с осью. Вот таблица, совмещает в себя, соответственно, материал по звеньям первого порядка, по 6 звеньям, которые вам требуется изучить. Вопросы? Ну, вопросов нет, пока это периодически знания. Испытать на практике.